Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Когда профессия – это призвание, 10 ноября – День образования абхазской милиции. И вновь гран-при ансамбль «Абаза» стал победителем международного фестиваля конкурса «Искусство объединяет мир». 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники милиции. Районные отделы с центральным аппаратом МВД обеспечивают соблюдение порядка и законности по всей республике. Работа сотрудника правопорядка – одна из самых тяжелых, но те, кто связал однажды с ней свою жизнь, остается навсегда верен этой профессии. О повседневной работе сотрудника правоохранительных органов материал Налы Мукба. Дежурная часть, как сержант, слушаю вас. Понял. Передаем. Сейчас проверим. Хорошо. Ежеминутно в дежурную часть поступают звонки. Они обрабатываются, по ним принимаются решения о мерах реагирования. Основная нагрузка среди всего состава Министерства внутренних дел ложится в первую очередь на оперативных сотрудников, которые должны быть начеку в любое время. Роберт Лассария начал работать в правоохранительных органах Абхазии всего несколько месяцев назад, окончив Волгоградскую академию МВД России. Он один из тех молодых людей, выбравших тяжелую работу вполне осознанно. Решил когда-то, когда был молод, школу, когда закончил, решил пойти служить республике. Выбрал вот именно такую специальность, милицию пройти. Так, после школы сразу пришел сюда. Набор, когда в 2010 году это было, был набор. Сказали, что есть вакантные там места для учебы. И нас отправили учиться вот так в Россию. Оперативные сотрудники находятся на службе сутки. На них возложена ответственность за обеспечение порядка и соблюдение законности. При этом зачастую сотрудникам милиции приходится сталкиваться с непониманием со стороны населения. Общий язык можно найти с любым человеком. Будь то мирный гражданин, будь то преступник. Абсолютно спокойно можно что-то объяснить и спокойно работать. Да. Человеческие качества, о них забывать не стоит всегда. Всегда нужно помнить, что все мы люди. Особенно в Абхазии, в таком маленьком государстве, мы должны помнить все нюансы во взаимоотношениях и чтить традиции, да, старшие и младшие. То есть не перегибать палку, так сказать, да, общаться, как полагает Апсора. В свой профессиональный праздник сотрудники милиции вспоминают коллег, погибших при исполнении служебного долга. Возложение цветов у мемориала во дворе МВД и парке боевой славы – ежегодная традиция. Это дань памяти героям, имена которых навсегда вписаны в историю правоохранительных органов Абхазии. 42 сотрудника милиции погибло в Отечественной войне народа Абхазии, 70 за послевоенный период, выполняя свои служебные обязанности. Ветеран войны, герой Абхазии Рауль Смыр вспоминает сложный для правоохранительных органов послевоенный этап, когда не было четкой структуры милиции, и правоохранительным органам приходилось помимо своей непосредственной работы заниматься и защитой внешних рубежей страны. Именно тогда Рауль Смыр начал работать в органах внутренних дел. Мы во всех мероприятиях, чтобы милиция, чтобы не участвовала, такого не было. К сожалению, очень многие послевоенное время для наведения порядка в Гальском районе очень много сотрудников погибло. Как и добросовестно относились к своим служебным обязанностям. Поздравляю с нашим профессиональным праздником! Сложные времена только закалили абхазскую милицию. Внутренних дел с честью выполняют возложенные на них обязанности по обеспечению правопорядка в стране. Несмотря на различные экономические трудности, в структуру вступают молодые люди, а значит, у милиции, как стража нашей с вами безопасности, есть будущее. Нала Мукба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба прошло торжественное заседание, посвященное 94-летию милиции. Поздравить личный состав МВД с праздником сюда пришли президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Буганба, премьер-министр Артур Мекваби, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, члены правительства, депутаты парламента, главы администрации, ветераны милиции.
Во все времена первоочередными задачами сотрудников органов внутренних дел были и остаются охрана правопорядка и обеспечение безопасности людей, всегда находясь на переднем фланге борьбы с преступностью. Сотрудники милиции вместе со всем народом Абхазии прошли самые сложные испытания на разных этапах развития страны, отметил, поздравляя весь личный состав с профессиональным праздником министр внутренних дел Леонид Дзяпшба. Сегодня сотрудники милиции добросовестно выполняют свои служебные обязанности, не считаясь с временем, несут службу на благо страны и ее народа. Неизменной задачей остается использование всей силы закона в борьбе с преступностью и другими правонарушениями, чтобы люди чувствовали заботу государства об их покое и неприкосновенности, были уверены, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного наказания. Необходимость повышения престижа и профессионализма милиции и возвращения доверия к ней наших граждан, отметил президент Рауль Хаджимба, поздравляя сотрудников абхазской милиции. Сегодня Абхазия движется по сложному пути строительства современного и благополучного государства. Общество ждет позитивных перемен, касающихся жизни каждого человека. Эти и другие цели невозможно достичь без эффективной работы по борьбе с криминалом, коррупцией, обеспечением надежной защиты прав и свобод граждан, их собственности, утверждение принципа верховенства закона во всех сферах нашей жизни. МВД, его подразделения и структуры являются ключевым государственным институтом, который призван защищать законность и правопорядок. Крайне важно привести работу органов внутренних дел в соответствии с задачами и требованиями нынешнего времени. Нужно повышать престиж и профессионализм милиции, возвращать доверие к ней наших граждан. Народ и милиция должны поддерживать друг друга. Рассчитываю, что реализация планов абхазо-российского сотрудничества в правоохранительной сфере также будет способствовать повышению качества работы абхазской милиции. Хочу поблагодарить сотрудников органов внутренних дел за их каждодневный тяжелый труд и выразить надежду на то, что в кратчайшие сроки мы сможем добиться коренного улучшения положения дел в области охраны правопорядка. На торжественном мероприятии был продемонстрирован документальный фильм об истории абхазской милиции, о тех, кто посвятил свою жизнь защите простых граждан, память всех погибших сотрудников милиции при исполнении служебного долга, а также сложивших свои головы на полях сражений, зал почтил минутой молчания. С Днем милиции сотрудников внутренних органов поздравили генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия и министр обороны Мераб Кишмария. Поздравляю вас. Действительно, вы много прошли, многое сделали. Сегодня трудитесь на благо Родины, на благо того народа, который сегодня находится в Абхазии и проживает. Я хочу вас всех поздравить, поблагодарить за вашу многосложную работу. Вам больше всего нужна именно удача. Эта удача должна сопровождать вас везде и во всем. В нужное время и в нужном месте вы всегда должны оказаться. В одном случае это вы должны оказаться на пути преступника и корпусом его остановить. В другом случае вы должны увернуться от коварной пули. За высокие результаты, достигнутые в оперативно-розыскной деятельности и в связи с празднованием Дня милиции, ряд сотрудников был награжден знаками «Отличник милиции», медалями за безупречную службу, почетными грамотами и другими наградами. 20 сотрудникам правоохранительных органов приказом министра внутренних дел присвоены очередные специальные звания. На торжественном заседании был озвучен указ президента Абхазии Рауля Хаджимба о присвоении очередного специального звания генерал-лейтенант милиции министру внутренних дел Абхазии Леониду Дзяпшба. Указом президента Абхазии старшему начальствующему составу органов внутренних дел было присвоено специальное звание полковник милиции, заместителю начальника ОВД по городу Сухум Дони Кварчелия, начальнику линейного управления внутренних дел на транспорте Руслану Сангулия, начальнику ОВД по Тхорчалскому району Дауру Цулукия. По окончании торжественной части мероприятия зрителей ожидал праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады. Царь Ясмыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Вопросы безопасности и стабильности в Закавказье обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с бывшим специальным представителем генерального секретаря ООН, чрезвычайным и полномочным послом в отставке Дитером Боденом, сообщает пресс-служба президента. Дитер Боден поделился своими теплыми воспоминаниями о работе в Абхазии. Сегодня министру по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льву Квицине исполнилось 55 лет. С юбилеем его поздравил премьер-министр Артур Меквабье и пожелал ему успехов на профессиональном поприще. В парламенте состоялась встреча депутатов с генеральным директором госкомпании «Черноморэнерго» Асланом Басари. Встречу провел спикер Валерий Бганба. Аслан Басари рассказал о состоянии и перспективах развития энергетической отрасли страны. В ходе открытого разговора с парламентариями он осветил основные проблемы и ответил на многочисленные вопросы, сообщает пресс-служба Народного собрания. Сегодня в нашей программе «Прямой эфир» гости передачи Хастагалу Амта, депутат Народного собрания Валерий Агрба и юрист Тамаз Кецба. Речь пойдет о принятом недавно парламентом в первом чтении законопроекте о количественном составе парламента Абхазии. 13 ноября в Абхазии пройдет 6-й российско-абхазский деловой форум «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Деловой форум проводится для привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса, финансирования инвестиционных проектов в области строительства, промышленного производства, туризма, сельскохозяйственной продукции. Пресс-служба МВД Абхазии сообщает, что информация, переданная пресс-службой МВД для освещения ВГТРК о причине поджога автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, припаркованного возле центрального входа ЦРБ в Гудауте, имевшего место 7 ноября, в результате которого пострадала фасадная часть здания больницы, была преждевременной. На момент выхода передачи в эфир по данному факту проводилась доследственная проверка. Следственным отделом Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества», совершенное из хулиганских побуждений путем поджога в отношении гражданина Леонида Гумба, 1950 года рождения, жителя села Лыхны Гудаутского района. Информация об этом будет распространена дополнительно. В настоящее время Гумба содержится в ИВС Гудаутского РОВД. Министр здравоохранения Абхазии Нзургоу в интервью абхазскому телевидению также опроверг информацию о том, что сгоревший автомобиль скорой помощи имеет какое-либо отношение к министерству. Я хочу вас уверить в том, что Минздрав к машине, которая сгорела в Гудотах, никакого отношения не имеет. Она ее не закупала. Есть переговоры о том, чтобы ее выкупить, купить у гражданина. То есть никаких расчетах и еще разговора не было. То есть мы были поставлены в курс, что там ведутся переговоры, но конкретного разговора никакого не было еще. Никаких денег не давалось. Министр культуры и туризма Турции Ялчин Топчу выразил свое возмущение реакцией Грузии на его встречу с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Наром Гицба. Напомню, что встреча имела место в начале октября в Турции. По этому поводу МИД Грузии вызвал посла Турции в Тбилиси и вручил ему ноту протеста. Представляем вашему вниманию отрывок из выступления турецкого министра на телевидении в Анкаре. Abhazya, Türkiye temsilcisi beni ziyarete geldiği için Я, как министр культуры и туризма, заявляю следующее. В нашей стране проживает около 500 тысяч этнических абхазов, с которыми мы связаны кровными и семейными узами. И мы должны отказать им в гостеприимстве. Вы сначала наладьте международные и юридические права ахызских турков. Мы никого не стыдимся. Как я могу отказать во встрече с моим внуком, зятем или невесткой? Для меня это неприемлемо, как в политическом плане, так и в общечеловеческом. Представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии приняли участие в международной конференции «Историко-культурное наследие и новые технологии», проходившей в столице Австрии Вене. Международная конференция с 1996 года проводится под патронажем ЮНЕСКО. В рамках программы конференции Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии совместно со специалистами группы компании «Экогеопроект» представила 2 пилотных проекта по использованию 3D-лазерного сканирования 3 основных храмов в Абхазии: Симона Канонита в Новом Афоне, Патриаршего собора в Пицунде, собора Святого Пантелеймона в Новом Афоне и георадарного исследования территории Анакапийской крепости.
Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза» удостоен гран-при 4-го международного фестиваля конкурса «Искусство объединяет мир» в номинации «Танцевальное искусство». Фестиваль проходил в Сочи с 1 по 7 ноября. В номинации «Хореография» успешно выступили младшие и старшие танцевальные группы ансамбля. Юные артисты представили хореографические композиции «Попурри», «Шаратын» и другие. Кроме того, Даниил Чкадова, ученик известного абхазского эстрадного певца и продюсера Джансуха Чамагуа, исполнил популярные итальянские песни «Джамайка» и «Санта Лючия», чем покорил жюри. Фестиваль «Искусство объединяет мир» имеет для нашей Абхазии большое значение. Когда мы выезжаем вообще в фестивале, мы всегда стремимся показать, что в Абхазии культура стремится быть на высшем уровне. Также стараются педагоги готовить на высшем уровне детей. Я очень благодарна всем педагогам, которые работают над коллективом, а также по пению Джансуху Чамагуа, который готовит в музыкальном училище нашего участника по пению. У него в репертуаре классическое пение, Санта Лучия и Джамайку спел на высшем уровне. Зритель ходил по пятам с нами, где мы выступали. Даже участники, те, которые соперниками считались, и то хлопали, кричали «Ура!», когда наши дети танцевали. Государственным таможенным комитетом Абхазии издан русско-англо-абхазский словарь таможенных терминов. Брошюра вышла в свет в Сухумском доме печати тиражом 400 экземпляров. В нее вошли около 2000 терминов. Словарь предназначен для работников таможенной службы и органов государственного управления, преподавателей вузов, студентов, а также широкого круга лиц, интересующихся таможенным законодательством. Составители словаря – старший преподаватель кафедры англо-немецких языков АГУ Эсма Айба и преподаватель кафедры абхазского языка АГУ Рица Саканя. Редактор издания, доктор филологических наук, профессор Отар Дзидзария. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 64 рубля 39 копеек, евро 69 рублей 24 копейки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии будет облачно, временами ливневый дождь с грозой, в горах снег, температура воздуха ночью 5-7, днем 11-13 градусов, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.